Здравствуйте, это прямой эфир, телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите далее. В ногу со временем. В Ленском районе по видеосвязи врачи принимают решения по лечению населения в отдаленных поселках. Как себя показывает телемедицина. В ответе за тех, кого приручили, на каком уровне в Якутске культура выгуливания домашних животных? Есть ли для этого условия в городе и как сами жители к этому относятся? «Полюс холода» – знаменитый фестиваль в Якутии собрал гостей из 5 стран мира. До Чукотки и обратно за месяц на машине российские путешественники установили рекорд. Каков был путь экспедиционной группы? Приятное с полезным. В Мирнинском районе впервые провели первенство по подледной рыбалке. Сегодня с 1 апреля россиян ожидает ряд изменений в законодательстве. Главное нововведение – это индексация социальных пенсий на 2% для почти 4 миллионов граждан страны. Вплоть до следующей индексации нетрудоспособным женщинам старше 65 и мужчинам старше 70 лет будет начисляться 5283 рубля. Такая же выплата предусмотрена детям до 18 и студентам до 23 лет по потере кормильца. Другое важное нововведение касается водителей автомобилей юридических лиц. С 1 апреля устанавливается одинаковый коэффициент бонус-маукс для всех авто, зарегистрированных на это юрлицо. Одно из ключевых изменений в системе – теперь скидки и надбавки не будут аннулироваться из-за перерыва в водительском стаже. Кроме этого, с 1 апреля пополнится список товаров, облагаемых сниженным до 10% налогом на добавленную стоимость. Среди них детская продукция – это люльки, кровати, манежи, матрацы, одеяла, постельное белье и так далее. Если подробнее остановиться на теме увеличения социальных пенсий, то они возросли на 2%. Такая индексация происходит ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. По данным, сегодня в Якутии социальные пенсии получают более 29 тысяч человек. Вместе с тем вступили в силу поправки в правила оформления пенсий по государственному обеспечению. Отныне гражданам России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Подтвердить это можно личным заявлением в пенсионный фонд, либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями, образовательными организациями и так далее. Достаточно указать в заявлении о назначении пенсии фактическое проживание гражданина. Но есть одна особенность. Если социальную пенсию мы назначим только по заявлению, по фактическому месту проживания, таким гражданам нужно ежегодно подтверждать свое фактическое место проживания. Если они ежемесячно не получают эту пенсию на руки по месту фактического проживания, то есть через кредитные учреждения. Более 17 миллионов рублей задолжали своим работникам 4 компании в Нерюнгри. Об этом сообщает прокуратура города. В числе компаний-должников «Дальсталь Конструкция», «Стройтрест», ДЭП номер 127, «Волстрой Контракт». Отмечается, что причины длительного сохранения задолженности обусловлены продолжительными судебными процессами по взысканию дебиторской задолженности, возврату имущества, оспариванию сделок, несостоявшимися торгами, сменой арбитражных управляющих. Для разведки запасов глубоких горизонтов трубки «Мир» компания «Алроса» начала поиск подрядчика. Начальная цена договора около 2 миллиардов рублей. Основной срок выполнения работ до второго квартала 2021 года. В результате будет составлен отчет с подсчетом запасов алмазов. На подземный рудник «Мир», затопленный в результате аварии в августе 2017 года, приходилось около 10% всей добычи «Алроса».
В Ленском районе 7-й год практикуют телемедицину. По видеосвязи врачи принимают решения по лечению населения в отдаленных наслегах и поселках. Как работает система, сюжет Анны Кожевниковой. Чем больше срок у беременных, тем сложнее выезжать из отдаленных населенных пунктов в райцентр на консультации. У Татьяны из Пеледоя 9-я беременность, и это считается риском. Поэтому помимо местного акушер-гинеколога ее консультирует заведующая гинекологическим отделением Ленской ЦРБ с помощью услуги, которая появилась в прошлом году – телемедицина. Они, не выезжая, могут проконсультироваться с другими специалистами, которых нет у нас. Вот особенно у беременных, если какая-то экстрагенитальная патология, мы проводим там в женской консультации сразу же сидят специалисты, которые нам нужны, и они проводят консультации женщинам. Они могут и не ездить, только в определенно большие сроки выезжают. Беременные с опаской относятся к таким консультациям, ведь очный контакт с врачом всегда лучше. Нет, я думаю, лучше, когда врач на месте, и можно пообщаться. Ну, конечно, лучше своевременно предотвратить, чем потом бегать и ликвидировать аварии. Так что это тоже хорошо. Но учитывая труднодоступность таких сел, как Инял, Эталон, Ярославский, Натора, поселков Витим, Пеледуй, появление такого ноу-хау в медицине жители Ленского района приветствуют. Да, это очень хорошо, когда особенно маленькие дети и врачей не хватает. Если взять и рассматривать наш поселок, у нас не хватает специалистов. И вот они где-то консультируются, где-то спрашивают совета, что лучше правильный диагноз поставить, чем залечивать. Пациентам неврологического отделения и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы консультации квалифицированных врачей с помощью телемедицины тоже не помешают. У ленского невролога всегда очередь, а кардиологического отделения в Ленске нет. Мы консультируемся непосредственно с республиканскими центрами сосудистыми. Нам они отвечают или в письменном виде, или уже мы непосредственно заочно с ними разговариваем. Как вести пациента, тактику ведения нам могут подсказать. С помощью этого нехитрого оборудования, ноутбука и веб-камеры врачи реанимационного отделения могут показывать своих тяжелых больных коллегам из Якутска и получать консультации таких узких специалистов, как кардиолог, нейрохирург, сосудистый хирург. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском филиале Северо-Восточного федерального университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием. В рамках события компания «Транснефть Восток» сформировала целевой капитал для развития Нерюнгринского технического института СВФУ. Все подробности у Екатерины Павловой. Сегодня наука стала национальным проектом, в которое руководство страны вкладывает миллиарды рублей. Органы местного самоуправления и крупные компании в Южной Якутии крайне заинтересованы в привлечении на работу именно местных кадров, обладающих мощным научным потенциалом. Мы хотим, чтобы наука носила не только фундаментальный, но и прикладной характер. Была полезна для развития экономики Нерюнгринского района в целом. Высокая социальная ответственность и оказание безвозмездной помощи компании «Транснефть Восток» – традиционная составляющая деятельности в регионах ее присутствия. Компания реализует целый ряд благотворительных программ и в том числе, поддерживая образовательные учреждения, вносит свой вклад в настоящее и будущее страны. Та помощь, которую сегодня мы оказываем университету, надеемся, поможет и даст определенный толчок в развитии и подготовке квалифицированных специалистов, в которых нуждается любое развитое предприятие. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, обученные, квалифицированный персонал был у нас на месте. Сегодня компания «Транснефть» сформировала целевой капитал в эндаументе Северо-Восточного федерального университета, доходы от которого будут ежегодно направляться на развитие технического института СВФУ в городе Нерюнгри. Мы очень признательны компании ООО «Транснефть Восток», которая оказала нам помощь, фонд развития целевого капитала технического института, и подарила нам 3 миллиона рублей. Данные деньги планируется использование данных финансовых средств на улучшение лабораторной базы института и на научные разработки. Нерюнгринский филиал Северо-Восточного федерального университета считает полученную сумму пожертвования началом взаимовыгодного сотрудничества и продолжит активно работать в области разрешения научно-прикладных вопросов, задач инженерно-производственного характера, целевой подготовки и переподготовки кадров. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
В Алданском районе проверят такси. Госавтоинспекция и сотрудники Минтранса региона особое внимание уделяют легковым автомобилям, перевозящим пассажиров и багаж. Цель этих проверок – выявление лиц, ведущих перевозку без соответствующего разрешения. Рейды запланированы со 2 по 11 апреля. Аналогичная операция пройдет и в Нирингринском районе. К другим новостям. На каком уровне в Якутске находится культура выгуливания домашних животных? Есть ли для этого здесь условия и как сами горожане к этому относятся? К примеру, в законе об ответственном обращении с животными один из пунктов обязывает владельцев убирать экскременты за своими питомцами. Сюжет Анастасии Даниловой. Влада – хозяйка собаки по кличке Найда. Не так давно Найда ощенилась, и теперь ей необходимо много полезной и правильной пищи. За этим следует регулярный туалет, а значит и более частая уборка во время прогулки. Все бы ничего, но насладиться минутами воли вне четырех стен собаки и ее владелице мешают чужие пометы. Я выгуливаю Найду 2 раза в день, утром и вечером, а до работы, после работы. А для уборки, полиэтиленовый целлофанчик и одноразовые перчатки. Зимой оно потом снегом заметет, потом, конечно, все это вылазит весной, и очень неприятно. И самим гуляющим с собаками неприятно наступать на чужие испражнения. Вопрос утилизации отходов жизнедеятельности собак не до конца урегулирован, поскольку их требуется хранить отдельно от остатков пищи. Соответственно, пакеты нельзя выбрасывать в обычные урны, а специализированные док-боксы пока мало распространены. Отдельные урны, куда можно выкинуть полиэтиленовый мешочек с какашкой собачки. Потому что в некоторых дворах мусорки находятся очень далеко. Утром, допустим, перед работой кто-то торопится, кто-то еще что-то. И просто может быть лень не убрать. Если бы урна была, допустим, стояла рядышком, все бы, мне кажется, больше народу бы убирало за своими животными. Также закон запрещает выгул собак на детских площадках, но на деле многие игнорируют это правило. Причем несознательных собаководов совсем не беспокоит безопасность малышей, которые без разбора могут поднимать предметы с земли. А вот какие решения предлагают горожане. Надо специальные места создавать, чтобы сходили куда следует. А то везде эти как. Просто не замечаю, если честно сказать, но больше замечаю возле дворов, где площадки детские. Обычно люди там замечают. У нас во дворе не выгуливают собак, я не здесь совершенно живу. Вообще я отрицательно к этому отношусь. Наверное, места нужны специально для того, чтобы собак выгуливать, потому что потом запахи неимоверные. Может, штрафно, я не знаю, может, какие-то такие меры. У меня нет собаки, поэтому это не моя проблема. Да? По мнению большинства опрошенных, одним из решений проблемы с собачьими отходами они считают создание в городе специализированных участков для выгула животных. В Европе и центральных городах России это давно уже не болезненный вопрос, а закоренелая годами практика. Только в этом случае можно избежать внезапного столкновения с фекалиями на газонах, площадках и других непредназначенных для этого локациях. Собаководам, в свою очередь, необходимо просто брать с собой на прогулку совки, лопатки, пакеты и другие приспособления. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части нашей программы. «Полюс холода» – знаменитый фестиваль в Якутии собрал гостей из 5 стран мира. До Чукотки и обратно за месяц на машине российские путешественники установили рекорд. Каков был путь экспедиционной группы? Приятное с полезным в Мирнинском районе впервые провели первенство по спортивной подледной рыбалке. Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Российские путешественники установили рекорд, проехав до самой северной континентальной точки Чукотки на легковых машинах. Про путь экспедиционной группы РГО «Экспо» в сюжете Юрия Осипова. На путь до Чукотки и обратно ушло чуть больше месяца. Интересен не только маршрут путешественников, но и их транспорт. Участники экспедиции проехали около 12,5 тысяч километров из Иркутска до самой северной континентальной точки Чукотки на обычных легковых машинах. Для экспедиционной группы РГО «Экспо» это далеко не первая подобная поездка. Богдан Балучев со своей командой уже в 4-й раз проезжает по просторам Якутии. Что касаемо Якутии, это мой один из самых любимых регионов, поэтому часто, когда я делаю и прорабатываю именно маршруты, то я стараюсь именно включить этот регион в наши экспедиции.
Вот. Плюс огромное количество зимников, временных дорог, которые у вас есть. Это самое большое количество зимников на территории России. Безусловно, просто не оставляет нас равнодушными. И пройти мимо этого мы не можем. То есть здесь можно выбирать любой маршрут. Экспедиции не могли проехать мимо этого родничка, так как это еще моя родная земля, то в первую очередь нужно попить водички и умыться. Настоящая, колымская. Красота! Красота! Но после этого можно абсолютно с спокойной душой ехать дальше. Доехав до самой северной континентальной точки Чукотки, мыса Шилакского, на легковых машинах команда РГО «Экспо» установила рекорд. Сейчас осталось лишь его зарегистрировать. Понимали, что если мы туда доезжаем, то рекорд будет, поэтому мы уже готовились к нему, производили всю нужную фото-видеофиксацию, писали треки, то есть все, что нужно для доказательной базы, мы собрали и сделали. По приезду сразу подадим на регистрацию рекорда, поэтому да, мы знали, что мы туда едем и как бы надеялись на то, что мы его сделаем, мы его и сделали. Путешественники начали свой путь из Иркутска. Их дорога пролегала через Байкал, БАМ, далее Южная Якутия, федеральная трасса Лена, Якутск, федеральная автодорога Колыма, Зимник Арктика и, собственно, Чукотка. За время путешествия наши герои набрали колоссальное количество видеоматериала. Полностью заполнили 2-терабайтный жесткий диск. Но даже так невозможно уместить все впечатления. Много в Якутии, в Магаданской области вот таких мест, называется Сырге, Коновязь, где местные жители подают подношения местным духам. Тоже, смотрите, якутские лошади ехали по зимнику и встретили этих красавцев. Очень красивые лошади, а вот сам вожак, самый главный здесь. Наряду с опытными членами команды был и новичок. Евгений впервые принял участие в подобном путешествии и на себе испытал все его тяготы. Очень тяжело было психологически, на самом деле, преодолеть этот барьер, когда ты ночуешь в машине, постоянно тебе хочется помыться в нормальных условиях, где-то поваляться, полежать, отдохнуть после постоянной вот этой тряски, когда ты едешь по зимнику. Дорога на самом деле ужасная. Вот, и, ну, в принципе, мы доехали, вот, все хорошо, как бы получилось. Уже в начале следующего года наши герои планируют очередное путешествие, маршрут которого также затронет Якутию. Крупная международная экспедиция, во время которой они намерены установить 2 рекорда Гиннесса. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. 1504 километра по прямой. Вот туда. Ну а гостей из 5 стран мира собрал в Якутии ежегодный фестиваль «Полюс холода». Все это проходило в самой холодной точке планеты, где проживает человек, в Аймяконском Мулусисе или Тамтор. Событие в том числе стало хорошим поводом обсудить накопившиеся проблемы в сфере развития туризма в республике. Репортаж нашего корреспондента Саргаланы Захаровой. Самый холодный фестиваль Якутии «Полюс холода» набирает все большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Испытать себя на прочность и присоединиться к празднику холода приезжают с самых разных уголков мира. Для нас это настоящее сумасшествие устраивать праздник, который посвящен холоду. Для нас, французов, это что-то невероятное. И, конечно же, нам это позволяет познакомиться с якутской культурой, о которой у себя на родине мы мало знаем. Я впервые в Якутии. Я поражен культурой, колоритом, одеждой, кухней. Все здесь просто великолепно. Мы приехали сюда на день раньше, и нас очень сильно удивили перепады температуры. Днем было минус 27, а ночью столбик термометра упал до 40. Якутия прекрасная республика. Очень много китайских туристов хотели бы побывать здесь. Нам очень нравится как ваша природа, так и культура. Фестиваль посетил и глава региона Айсен Николаев. Он приветствовал гостей и участников события. Во второй половине дня он провел встречу с руководством района и предпринимателями в сфере туризма. Здесь у нас, слава богу, природой созданы все условия для того, чтобы привлекать туристов. Вместе с тем, конечно же, мы должны понимать, что здесь у нас должен разработан такой целевой проект по развитию туризма, причем именно для Аймяконского района.
Туристический потенциал высок, однако ряд проблем сегодня сдерживают развитие сферы. Главное, как считают предприниматели, это сложная транспортная логистика. Мы теряем 60% просто из поступивших заявок из-за проблем у нас транспортной доступности. То есть многие отказываются от езды на автомобиле в течение суток, и это только в один конец. Вторая у нас по важности вопрос – это недостаточное количество мест размещения и отсутствие благоустройства в гостевых домах. Здесь мы теряем около 20% наших туристов. Проблема существует. За один день ее не решить, но перспективы есть. К 2022 году завершится модернизация аэропортов республики. К тому времени авиаплощадка Тамтора сможет увеличить свои возможности, выразил надежду глава региона. Все-таки мы к 2022 году, когда у нас реально транспортная инфраструктура будет по авиапортам, по Якутии уже в целом приведена в такое более-менее нормальное состояние, когда заработает новый, я надеюсь, уже реконструированный международный терминал аэропорта Якутск, мы должны все-таки здесь иметь в Тамторе авиаплощадку, которая будет способна принимать самолеты класса Ан-24. Альтернатива авиасообщению – наземный путь. Тем более, что сейчас федеральная дорога Колыма реконструируется, модернизируется, и по ней уже не то что безопасно, но и комфортно ездить. Более того, еще и приятно, когда вокруг тебя окружают такие красивые горные просторы. А после долгой дороги по самой длинной трассе Дальнего Востока энергия наполнит национальные круговые танцы. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, Тамтор, Аймяконский улус. В Мирнинском районе впервые провели первенство по подледной рыбалке. Подробности у Марферины Алексеевой. 9 команд, 45 участников со всего района соревновались по спортивной подледной рыбалке. Первенство проводилось по двум видам – подледная рыбалка по весу выловленной рыбы и конкурс ледорубов на скорость бурения лунок. Погода выдалась отличная, участники были не только опытные рыболовы, но и новички – дети и девушки, пришедшие поддержать своих мужей. Экстремальный отдых такой вот, позитивный. И почему бы с мужем не отдохнуть? Вообще никогда не рыбачила, сегодня абсолютно первый раз. И сразу в капитан. Я на червя ловлю, ожидаю поймать окуня. Ну, я любой рыбе рад. Ну, просто все каникулы провел там за консолью, а как бы свежий воздух. И рыбу хочется поймать тоже. Первенство проходило на участке 56-го километра трассы Мирный-Чернышевский на реке Вилюй. Со слов рыбаков, здесь обитают такие рыбы, как окунь, царога, елец, ёрш, щука и налим. Сегодня клевал в основном только окунь. 1 килограмм 260 грамм – лучший результат команды горных шахтеров. В 100 граммах уступила команда Балыксыт и полкило наловила команда Мормышки. Несмотря на то, что клев был малоактивен, участники рады такому соревнованию. Особенно порадовало расположение участка. Более оптимальный вариант выбрали 56-й именно километр. Это именно по доступности, по расстоянию, да, допустим, хоть на границе будет и поселок Светлый, Мирный, и как бы Чернышевский, да, по удаленности. И более безопасный вариант, скажем так. Потому что в некоторых местах уже как бы врисовывается уже вода. В отдельных номинациях были награждены самый опытный и молодой рыбак, а также обладатели самой крупной и мелкой рыбы. Районное общество охотников и рыболовов впервые организовали такое мероприятие, но твердо решили проводить его каждый год, летом и весной. Марферина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирнинский район. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24. Всегда будьте в курсе.